Сейчас очень интересная программа Министерства культуры вот у нас 2024 года, называется «Культурная карта». Каждый театр Минска может показать свой спектакль, скажем, за гонорар, республиканский бюджет в одном из городов-спутников, там Кричев, вот такие вот небольшие города, и зритель на этот спектакль не покупает билет. То есть, да, не покупает билет, они приходят, приглашенные зрители, шьются индивидуальные. Иногда бывают спектакли антрепризы такие, где, наши повседневные, и тогда из подбора. Те костюмы, которые уходят, спектакли уходят, они остаются в костюмерном цеху и называются подбором. То есть что-то можно оттуда выбрать. Если это какие-нибудь там военная тематика, очень часто у нас просят наши коллеги попользоваться, там с каких-то учреждений, там, знаете, там слеты какие-то, вот они там сценки просят у нас, и мы идем к ним навстречу. Что касается обуви, вот сейчас спектакль вышел «Ладья Роспача», вряд ли мы бы купили ту обувь, которая в ЦУМе продается, и выбрали, что да, обувь шьется под заказ. Так же, как и на поминальную молитву, это такие своеобразные ботинки, какие-то лопаточки, все шьется под заказ. Нет, мы сами не шьем, и костюмы мы сами не шьем, мы заказываем. Вот, например, да, в Москомедии мы заказываем, у них огромный пошивочный цех. Выход на сцену, всем очень интересно. Наш театр, первоначально это был вообще какой-то актовый зал какого-то там института. То есть само по себе закулисье запланировано не было. Это много-много лет назад, в 90-е годы. И архитекторы или проектировщики с одной стороны сцены, и с другой вот такая вот лестница винтовая. Я, когда по ней хожу, иногда позволяю себе, у меня голова кружится.